Совсем без шерсти, настоящий человеческий детеныш. Такими словами встречают Маугли волки свободной стаи. Вопреки устоям джунглей, дикие животные приняли мальчика как родного. Они обучили и воспитали его в духе суровых законов, где правят инстинкты и, важнее всего, борьба за выживание. И пусть вырастет сильным волком. О, Маугли, о, лягушонок мой, отныне так тебя я буду звать. Сборник рассказов Ридьярда Киплинга о приключениях Маугли в джунглях Индии знакомы каждому с детства. В Тюзе же классическую историю дополнили танцевальными номерами, которые режиссер Лейла Хадзиева смогла гармонично вплести в сюжет. Большую роль проделали и над музыкальной составляющей. Оригинальная композиция написана Александром Чередниченко специально для этой постановки. Актерам отлично удается передать все животные повадки своих героев и добавить в постановку много эмоций, драмы и даже интриг. Все как в реальном мире. Коварный Шерхан – главный антагонист Маугли. Роль опасного тигра, которую исполняет Магомед Абиев, на этот раз не напугала, а наоборот насмешила юных зрителей. Я господин, я царь зверей. Я всех волков, всю вашу стаю, одним прыжком перелетаю. В спектакле делают акценты на теме материнской заботы и любви. Маугли всегда чувствовал себя чужим из-за своего человеческого происхождения. Хотя ему и нравится жить под опекой волчьей стаи, матери же ему не заменит никто. Может, это сон? Но кажется, когда того, как стал я волком, лежал я возле красного цветка. Было мне приятное тепло. Мама сказала опять это слово «мама». Завершил же постановку вожак стаи Акела, который призвал всех не скрывать свою истинную природу. Напомнил, что каждый человек уникален и нельзя прятать свои желания и мечты за маской. Снимите безликие маски и бросьте в костер без смущения былые наряды, подсказки, тревоги свои, заблуждения. Жить в маске почти безопасно. К подобной игре привыкаешь. Но в буре житейских соблазнов вдруг личность свою растеряешь. В зале присутствовали зрители всех возрастов. Кто-то пришел на спектакль всей семьей, а другие в компании одноклассников. С самого начала представления артисты полностью захватили внимание каждого. Даже самые маленькие и неусидчивые посетители следили за происходящим на сцене, не отвлекаясь. Мне больше всего понравилась роль Багир, потому что она была более красивее, и она хорошо играла в роли. Я так не часто хожу в театр, и после этого я хочу чаще туда ходить. Это лишь премьера, дальше будет лучше, говорят артисты о своей игре. В течение месяца пройдет еще 3 спектакля. Приобрести билеты можно и по пушкинской карте, так что насладиться постановкой сможет каждый. Амина Зязикова, Али Зязиков, Магаз 24.